Кузнечное ремесло уходит своими корнями в далекие глубины прошлых веков и даже в мифологию. Кузнецы всегда пользовались особым почетом и уважением. У горнила стояли и цари, и боги. Удивительно, но раньше кузнецы были даже чем-то вроде травматологов. К счастью, сейчас есть медицина, и труженики молота могут сосредоточиться на укрощении металла. И сегодня в рамках программы «Испытано на себе» мы освоим это древнее ремесло. Испытано на себе. Зарождением кузнечного дела можно считать день, когда человек заметил, что после сильного разогрева металл начинает размягчаться и становится более податливым, а после охлаждения затвердевает в новой форме с прежней прочностью. Довольно быстро пытливый мозг и трудолюбивые руки человека сообразили, что медные наконечники будут эффективнее каменных и костяных предшественников. Поэтому было решено открывать бронзовый век, а заодно и летопись кузнечного ремесла. Со временем металл продолжал радовать человека расширением сфер применения, а желание развиваться и творить помогло это реализовать на практике. Сегодня количество металлических изделий, применяемых в быту, на производстве и в сфере услуг уступает разве что вездесущему пластику, и то не везде. Однако машинные методы обработки металлов немного потеснили кузнецов с рынка, переводя их в отряды простых ремесленников. Но не торопитесь считать, что это ремесло теперь носит исключительно исторический или декоративный характер. Сегодня в рамках нашей программы мы решили изготовить маленький охотничий нож. Я сейчас 2 раза ударяю, потом ты 1 раз. Куда я ударил, туда ты. Хорошо. Или форму придаем? Форму придаю. Что пошире было. И потом тоненькая была краешку лезвия, да? Да. Потихоньку форму делаем, чтобы она широкая была, она узкая. Понятно? А потом нужно будет полировать его, чтобы он был такого серебристого, красивого цвета. Тащить надо, полировать надо. За полировкой далеко. Там еще ямочку такую делают красивую, да? Ага. А вы давно занимаетесь кузнечным делом? Давно. Почему решили себя этому делу посвятить? А почему решили посвятить себя этому древнему ремеслу? Я с детства потихоньку занимаюсь. Как-то резным делом рисовал. На течение Олимпиады участвовала. Это маленький нож для охотников. Это разделывать соболя, мандату. По грибы ходить еще? Да, вот такой маленький нож для этого пользуется. Очень удобно. Ну, получается, чтобы форма была одинаковая с обеих сторон, одинаковое количество раз пробиваем, да? Да. А вот вы стоите, угли подкидываете, вам не горячо? Да. Вам не горячо от того, что искры летят? А какая здесь температура? Где-то это еще мало, 800 где-то. Ну, 800 это нормально, это немало. Такое, что 1000 будет. Хорошо греть, когда до 1000 дойдет.
Форма есть, а теперь вот ручку удлиним, нормально, чтобы стало. А как мы ее удлиним? Из-за того, что она, металл начнет плавиться, мы его вытянем, так получается, да? Не понял. А за счет чего мы ее удлиним? Стоп ударами. То есть она расплющится Да. просто. А вот у нас сейчас... Ударами, чтобы пошире и поближе было. Ударами. А вообще это насколько востребованная профессия сейчас? Что? Сейчас это насколько востребованная профессия? Вот, я много учеников. И я же председатель союза учеников. Людей. И у нас больше 100 человек членов. Поэтому А это образование можно где-то получить? образование. Образование кузнеца. Да, вот здесь же получать можно. Вот же ученики ездят там у меня. Вот они сейчас диплом получают. Свидетельство они получают. Экзамен сдают. Все как положено. А сколько учиться надо? А? Учиться сколько надо? На полгода. А Специальный девушки идут? Курс даю я. Специальный курс, а полгода можно освоить. А? А девушки идут? Девушки идут. А им это зачем? Они, А им это зачем? Они хотят помочь делать. Пока конкретно очень хороших нет, но занимаются. А сколько стоит обучение? А? Обучение сколько стоит? Обучение, если сотни нет. Колледж технологий дизайна я работаю. Это мастерская колледж, и они очень много набирают на этот бесплатно. Если платно будет, то тоже, пожалуйста, платно будет. А какие экзамены надо сдавать или, может быть, какие-то навыки уже? Собеседование. Только собеседование. А есть ли как необходимость хотя бы базовых навыков художественных, рисовать там? Да, это если хорошо рисует, то это только плюс. А если по черчению тройка в школе была? Ничего страшного? Это, конечно, не к успеху, но видите, маленькая была, теперь не стала. Это ясно. Женщину такой можно заказывать. Народные мастера, мастерицы, чтобы тоже мех резать. А вот эту будем запускать? Это хороший друг. А я тоже хочу попробовать. Попробовать хочу.
Смотрите, какая была толстая вот эта часть, и какая стала тоненькая и поломанная. Она видит выемку. Насколько чувствительно сейчас возможно. Сколько зависит. Все зависит. Хватит, все, вперед, вперед, толкай. Вперед надо? Когда она ударяет, остановись и все. Давай потихоньку. Красота. Деревяшку испортили. Какая была и какая стала. А мне нравится. 25 килограммов она. Куда? Один удар. Ты. Здорово. Испытано на себе. О, заготовка есть. Пускай остывает теперь. Когда-то был один единственный способ получить эту профессию – попроситься в подмастерье к кузнецу. Была распространена клановость. Ремесло чаще всего передавалось от отца к сыну. Сейчас любой желающий может освоить кузнечное дело при надлежащем старании и способностях. Мастеров художественной обработки металлов готовят средние и высшие учебные заведения. Безусловно, это физически непростая работа. Достаточно обладать рядом важных для кузнеца качеств – хорошее зрение и глазомер, физическая выносливость. Работать придется при повышенной температуре, подолгу прикладывая физические усилия. Стрессоустойчивость, аккуратность – это работа повышенной опасности. Наличие базового художественного вкуса и склонности к занятиям прикладным видом искусства. Эти качества нужны тем, кто захочет заниматься художественной ковкой. Все, что выше перечислено, реально в себе воспитать и выработать. Так что все будет упираться прежде всего в ваши базовые показатели здоровья и личные желания. Чего девушкам нужны вот эти маленькие миниатюрные якутские ножи. Это очень подходит девушкам, которые живут в отдаленных арктических районах и занимаются выделкой шкур или какими-то мастеровыми работами. Поэтому некоторые девушки приезжают в Якутск, получают образование, делают себе необходимые инструменты и возвращаются к себе на родину. Это называется кап березы. Кто? Кап, Кап? да. Это корень. Это на березе бывает. Не каждая береза бывает. Она редко бывает. Но его искать надо. А для чего? А? Для чего? Для вот этих. Вот почему я вам рассказываю. Вот для ножей. Вот Я поняла. ручки. Ручки. Да. Его скипячу, пилю, скипячу, а потом вот на батарею ложу. Так она же потом такая плотная получается, и у нее еще рисунок такой, Да, как будто под мрамор. Да, рисунок разный. Не Ой, все, горяченько. не все одинаковые. То есть практически у каждого ножа наконечник, он индивидуальный. Два одинаковых не бывает. Одинаковых никогда не будет. Здорово. Друзья, вы только посмотрите, это действительно очень красиво. Как будто бы мраморные. А что вот это на самом деле, как бы, с точки Ну, это зрения не биологии? каждый- Это как Это, сорняк? Ну, я- паразит вот этот растет, да? Заболевание березы? Да, заболевание, грибная болезнь.
У них. А вот чага еще такая растет здесь сверху. Это другое. Это другое, оно не подходит. Да. И сколько нужно раз ее выварить для получения такого более, красивого оттенка? Очень красивая. Чем много вот этих иголок, чем красивее. То есть она вот и создает вот эти вот да. ощущения вот этих Вот эти завихрений. маленькие точки, вот это вот иголки. А здесь с этой стороны выглядит так, как будто вы просто срезали. Еще как отрежешь, от этого тоже зависит. Ну вот, как раз таки, да, опять же, на этих двух примерах разных сторон можем видеть. Вот она вот насквозь поставили. Вот линии же есть, они же вот сюда вот точка, и с другой стороны тоже точка. А эта точка из-за того, что ее какой-то тля ее точит? Да, такие бывает. Хороший кап найти это сложновато. Это для вас она как для мастера хорошая, для дерева это, наверное, губительное. Да. Что-то еще есть? И вот еще, вот она вот такая бывает. Это тишина, это не тишина. А это черная, грязная. Ну это с корой. Еще корой она сверху, да, покрывается? Бывает вот на стволе тоже, но редко, но на стволе тоже. Отойди-ка я стряхну его. А есть какие-то приметы, по которым можно в лесу искать? Это болотистая местность или, наоборот, более сухая? Или никогда не угадаешь? Это не угадаешь, по-моему. А вот эти наросты, вот конкретно Это этот, тоже кап. он маленький, а их между собой можно будет соединить, чтобы получилась большая рукоятка? Или же она вот Нет, такая по нет, размеру лучше будет? вот такой. От этого не выйдет рукоятка. А корень, вот корневая Да, вот система это поражения? большой был. Я отрезал на рукоятке. А вот, которая вот эта чистая, она только вот во время, когда очень жарко, тогда она сдирается, вот кора хорошо. То есть вот, еще и сезон да, определенный есть. недельку только. А сколько за неделю нужно изготовить, чтобы потом, в период зимы, Ну, если на продажу готовить? Если раньше посмотрел, запасался, тогда можно. А если нет, А вот то сколько рукояток искать. можно сделать? В зависимости от размера ее, да? Да, нет, это уже оттуда не выйдет. Хорошую все взяли. Это уже все как для примера, да, осталось? И вот еще этим занимаюсь. По дереву я. Ой, какой черпак красивый. Это черпак для кумуса. Это тоже вот кап, и она тут ничего не приклеена. Вот это Цельно идет. Цельная, соль идет. Она вот так росла, а я его сделал вот. Здорово. На старину так делали, якуты. Я только их подражаю. Так получается, именно для изготовления такого черпака еще тоже не каждое дерево подойдет. Да. А если же все-таки придется приделывать? Подходящую березу найти, это очень сложно. Редко бывает. А вот это кувшинчик. А это, все говорят, молочница, но якуты это не для молока, а для этого пользуются. Масло? Нет, для кровяной колбасы делают. Вот, они вот этим вот так. Они наполняют. Да. То есть она не на столе стоит, а вот как раз таки на кухне. И тоже из цельного куска. Да, с цельного куска. Друзья, вы можете посмотреть это поближе. Здесь нет ни одного места прикрепления какими-то дополнительными скребами или еще чем-нибудь. То есть это все вырезается из одного куска. То есть когда тебе попадается полено в руки, настоящий мастер, он уже видит готовый результат. И это какой должен быть глазомер точный? Глазомер тоже должен быть точный? Конечно. Или это все можно там фантазию какую-то творческую? Да. Тоже как береза. И она потом тоже будет Это такой недоделанное, интересного хорошо цвета. пулить надо.
Его потом маслом пропитывают. Но вот эту подставку ей приделали, да? Верно? Да. Вот это я на станке делал, а это руками делал. Какая красивая. Ни одна дизайнерская посуда не сравнится с тем, что делает для нас природа. Вот точка какая хорошая. Ну, на хвост павлина чем-то похоже, на окрас. Эти Я мелкие хочу точки. Мечтаю набор делать якутское утварь, но когда закончу, никто не знает. Если я сам не знаю, тогда кто узнает. А это много, да, времени занимает? Посмотрите, какая красота, друзья. А вот здесь тоже студентов учат. Какой чурончик. По дереву другой преподаватель есть. Он учит. Какой ровненький, красивенький, миниатюрный. Абсолютно гладенький. Что внутри, что снаружи. Очень красиво. Знаете, мне даже прям захотелось в сентябре уже попробовать свои силы в набор к вам. А теперь знаете, что такое карта. Как, да? Тут ребята, студенты учатся. Другой преподаватель обучает студентов. По дереву это отдельно. Работу это тоже очень красиво сделано. Я не знаю, передает ли это камера, но здесь каждая резьба, она выполнена на разном уровне. То есть, я думаю, вот так будет виднее. И это тоже очень аккуратная и просто ювелирная работа. Испытано на себе. Кто такой современный кузнец? Это по-прежнему человек, владеющий навыком подчинять себе металл. Но он уже давно вышел за пределы закопченной кузницы, где есть только щипцы, молот и наковальня. Современная программа обучения кузнецов позволяет им работать и в частных мастерских, и на специальных заводах. При этом любой кузнечный труд достаточно востребован. Вот заготовку сделаю, сейчас форму сделаем.
осторожно, осторожно, вот так держи. Вот так. Еще. Видишь? Ага. Тут, подожди. Тут на этом осторожно. Вот так держи. Ну все, но это долго. Хватит. Хватит. Это слишком долго будет. Короче, вот эту чистим тоже. А потом разные шкурки держим. Шкурки много, 4-5 разных. А вот мы можем на это примерить? А желовок это натащили тоже. Некоторые вот так куют. Что быстрее делать, лучше натащили делать. Поняла. Но это процесс очень долгий. Да. Много мифов и легенд заключают в себе персонажа кузнеца. Нередко встречаются в древних сказках, легендах и сказаниях. Тот самый кузнец, который обладал магическими свойствами. В компьютерных играх, часто в стиле фэнтези, встречаются упоминания о неких мечах и клинках, сотворенных с участием магии или потусторонних сил. Конечно же, это придает магический оттенок профессии кузнеца. Можно смело заявить, что подобные вещи возникли не случайно. С древних времен кузнецы всего мира хранили секреты ковки металла, секреты закаливания стали. В каждой кузнице трудились мастера, имеющие и использующие секреты кузнечного дела, которые передавались из поколения в поколение кузнецов. Может быть. Испытано на себе. Ну что, друзья, наша программа подходит к концу. Так как мы по времени съемки ограничены, мы можем вам показать результат работы, который был проделан за 3 часа съемки. Большое спасибо, Роман Ильич, за то, что вы мне помогли. И мне будет очень приятно знать, что где-то на просторах нашей Якутии у кого-то в руках, у кого-то из мастеров или мастериц будет нож, которым я тоже приложила и молот, и свое терпение, и силы. Самое главное, чтобы, конечно же, этот нож понес только пользу. Увидимся в следующих выпусках. Испытано на себе.